Здравствуйте, меня зовут Пантелеева Лилия, я врач-психиатр, и сегодня мы с вами будем говорить на тему психозов. Психозы – это такое расстройство, при котором психологические реакции, они очень сильно не соответствуют действительности. Какие могут быть факторы, при которых может начаться именно психоз? Бывают эндогенные факторы, это когда происходят изменения на нейробиологическом уровне в головном мозге. Это такие расстройства зачастую, как шизофрения, например, либо маниакально-депрессивное расстройство в виде психозов маниакально-депрессивных. Также бывают экзогенные факторы. Экзогенные факторы зачастую связаны с какими-то инфекционными заболеваниями, либо это связано с интоксикацией от психоактивных веществ, такие как алкоголь, либо какие-то более тяжелые наркотические препараты, как амфетамины, марихуана или гашиш, или, например, даже героин. И существует еще органический фактор, это воздействие опухоли, например, какое-то онкологическое заболевание головного мозга, либо это воздействие каких-то эндогенных заболеваний, связанных с нарушениями работы головного мозга. Какие бывают проявления, симптомы психозов? Первое, конечно же, это когда меняется поведение человека. У него поведение характеризуется агрессией, раздражительностью, нарушается сон. Также может быть какие-то изменения в поведении в виде вспыльчивости и так называемой эмоциональной лобильности, когда пациент может стать очень раздражительный и одномоментно он может очень сильно так смеяться, веселиться, радоваться. Также нарушается взаимодействие с окружающими. Человек может либо избегать очень сильно отношений и коммуникации с окружающими, социально изолироваться, не может перестать выходить на улицу, перестать следить за собой, либо наоборот, он может излишне быть активным, коммуникабельным, излишне веселым, у него снижается потребность во сне, снижается потребность в еде. И самыми главными симптомами, на которые надо обратить внимание, это могут быть галлюцинации. То есть галлюцинация – это расстройство восприятия, когда человек начинает видеть или слышать, или ощущать то, чего в реальности не существует. Либо это может быть бредовое расстройство. Бредовое расстройство – это ложное умозаключение, которое никак не поддается разубеждению и имеет личностную направленность. Бредовые могут быть идеи ревности, бредовые идеи отношения, бредовые идеи преследования. Человеку кажется, что на него воздействует кто-то со стороны, воздействует на него лучами, воздействует какими-то силами, выкачивают из него энергию. То есть так называемый синдром Кандинского-Клерамбо, который проявляется в идеях воздействия, когда человеку кажется, что его тело подчинено каким-то управлениям, его мысли не его. Может быть симптом так называемых открытости мыслей, когда человеку кажется, что мысли его знают окружающие, могут читать окружающие эти мысли. При данном расстройстве человек испытывает очень сильный страх и ужас, и это расстройство требует немедленной помощи. И желательно, если обнаруживаются такие симптомы, то необходимо проконсультироваться со специалистом психического здоровья. Это может быть психиатр, это может быть психотерапевт, который назначит адекватное лечение. Сейчас есть современная группа нейролептиков, которые лечат данное расстройство. Это такие нейролептики, как, например, сироквель, кветиапин, это такие нейролептики, как рисперидон, рисполепт и так далее. То есть грамотный врач-психиатр может назначить это лечение, и в течение 2 недель, в течение 1 месяца нормализуется данное состояние.